В 585 году Каган восточных тюрков Шету, потерпев поражение от войск династии Суй и ослабленный внутренними распрями, голодом и эпидемиями, направил императору Венди послание с выражением покорности: «На небе нет двух солнц, на земле нет двух царей. Император Великой Суй – истинный государь». Тюрки, искусные в конной атаке, оставались вассалами и династии Тан, обращаясь к императору как к отцу. Тюрки разделились на два каганата по хребту Алтай, на западный и восточный, покорились династии Тан. В 682 году остатки восточных тюрков откочевали на север и основали второй восточно-тюркский каганат. Исторические хроники сообщают, тюрки были жестоки и деспотичны, их семейные законы безжалостны. Племена западных окраин тюркского каганата одно за другим восставали. Уйгуры в союзе с династией Тан окончательно уничтожили западный и второй восточно-тюркский каганаты. В 745 году уйгуры убили тюркского кагана Озмыштигина Баймайхана, а его голову отправили ко двору танского императора Сюаньцзуна. Хроники Цзю-Таньшу сообщают, в 4-й год эры Тиньбаа, 745 год, каган уйгуров Кутлук-Бельге Куль-Каган, Гули-Пейла, отправил посла с известием о том, что убил Баймайхана, и преподнес его голову в столицу. Император, признавая заслуги уйгуров, пожаловал кагану титул Цзили-Каган и даровал его жене титул принцессы. Признание титула кагана было одним из важнейших символов отношений между уйгурами и династией Тан. Дарование жене кагана титула китайской принцессы означало, что император Тан принимает ее как дочь, а уйгурский каганат – как родственную империю, а не вассала. В 788 году уйгурский каган Альп-Кутлук-Бельге-Каган направил в Чиньянь послание, требуя у императора династии Тан изменить китайский иероглиф с «хуйху» на «хайхе» – уйгуры, что означает «быстрые и стремительные», подобно соколу. С этих пор они получили новое имя – уйгуры – соколы. На древних рукописях, найденных в уйгурской автономии, встречается множество текстов на древнеуйгурском языке. Среди них сутры, театральные сценарии, но чаще всего торговые контракты. Эти документы нередко находят вместе с китайскими текстами. Современные археологические раскопки также обнаружили, что множество религиозных текстов и канонов были напечатаны на уйгурском, китайском и еще более чем 10 видах письменности. Именно во времена династии Тан в 8-9 веке уйгуры завоевали обширные земли от монгольского плато до северного склона Тиньшаня, создав огромное государство, гегемона Центральной Азии, уйгурский каганат. Династийные браки, миновая торговля лошадьми и шелком постоянно укрепляли связи между уйгурским каганатом и империей Тан. Именно уйгурский каганат спас династию Тан, когда она оказалась фактически уничтоженной мятежем Ань-Лушаня и Ши-Сыменя. Династия Тан заплатила огромный выкуп и обязалась выплачивать ежегодно дань в обмен на лошадей. Что касается тюрков, то после уйгурского разгрома тюрки мигрировали на запад, причем одна их ветвь долго странствовала и в итоге переселилась в Малую Азию. Тюрки навсегда ушли с исторической сцены уйгурского каганата и в ходе миграции на запад, в Среднюю Азию и Переднюю Азию, смешались с местными родственными племенами, сформировав несколько новых народов. Эти новые народы имеют принципиальное отличие от уйгуров. Уйгуры создали собственную письменность и свою уникальную уйгурскую цивилизацию. Первыми перешли к оседлой городской жизни, в то время как тюрки еще долго оставались кочевниками. Исторические факты со всей очевидностью показывают, уйгуры не являются потомками тюрок. Более 1000 лет прошло, а в Джунгарской котловине к северу от Тиньшаня облик уйгуров остался прежним: ленты, развивающиеся в волосах, широкие рукава халатов, мужчины статные, женщины величавы. Уйгуры до последнего исповедовали религии, от тенгри до буддизма.